уважаемые гости! Приветствуем вас на Крестьянской земле. 7 августа исполнилось 70 лет со дня находки первого якутского алмаза на косе Соколиной геологической партией, возглавляемой Григорием Хаимовичем Файнштейном. С тех пор коса Соколиная, первой открывшая алмазную тайну северных недр, стала символом геологической удачи. Отличительной чертой открытия алмазных месторождений являются невиданные темпы геологического поиска, а также промышленного освоения вновь открытых месторождений алмазов. Судьба советских алмазов оказалась в руках людей ярких, творчески одаренных людей долга и дела. Настойчивость, мужество и самоотверженный труд позволили преодолеть все трудности и лишения Крайнего Севера и заложить основу алмазодобывающей промышленности. Еще на заре освоения первых якутских месторождений большинство наших дедов и отцов рука об руку шли с первопроходцами по алмазной тропе, кто в качестве каюра, кто с лопатой в руках, открывая все новые и новые богатства недр родной земли. Сегодня, к 70-летию юбилея открытия первых якутских алмазов, еще одно историческое событие – открытие сквера «Чтобы помнили». Сквер посвящается по увековечению славных советских геологов-алмазников, первооткрывателей якутских алмазов, лауреатов государственных и ленинских премий. Ценим их вклад в открытие алмазных месторождений Якутии. Сегодня на торжественном мероприятии присутствуют почетные гости. Глава муниципального района, Мирнинский район, кандидат исторических наук Ришат Нургалиевич Юзмухаметов. Член Совета Федерации, сенатор Александр Константинович Акимов. Доктор технических наук, замдиректора Института Якутнепроалмаз Игорь Владимирович Зырянов. Главный геолог акционерной компании «Алроса», кандидат геолога минеральных наук Константин Викторович Гаранин. Помощник главного геолога акционерной компании «Алроса», ведущий специалист отдела поисковой геологии Анна Юрьевна Никифорова. Начальник управления социального обеспечения и регионального развития Николай Викторович Франк. Геологи Вилюйской геолого-разведочной экспедиции акционерной компании «Алроса». Бывший главный геофизик Якутского геологического управления, кандидат геолого-минеральных наук, ветеран-алмазник Георгий Дмитриевич Балакшин. Руководитель Центра инноваций и технологий акционерной компании «Алроса» Геннадий Маркович Никитин. Делегация Мирнинского политехнического института во главе директора МПТИ СВФУ, кандидата геолого-минералогических наук Евгения Эдуардовна Соловьева. Делегация Сунтарской школы номер 1, делегация Сунтарского политехнического лицея, руководитель кандидат педагогических наук Светлана Степановна Антонова. Заместители глав алмазных улусов Ленского, Нюрбинского районов и многие-многие наши уважаемые гости, ветераны-алмазники и каюры. Почетное право разрезать красную ленту в честь открытия сквера предоставляется главе муниципального образования Крестьянский наслед Александру Николаевичу Григорьеву, главе муниципального района Сунтарский улус Анатолию Васильевичу Григорьеву, главе муниципального района Мирнинский район Ришату Нургалиевичу Юзмухаметову. Давайте. Дружно, хором аплодисменты.
Дата открытия войдет в историю села, в историю увековечения односельчан, геологов, алмазников. Разрешите считать наше торжественное мероприятие открытым. Слово предоставляется главе муниципального образования «Крестьянский наслед» Александру Николаевичу Григорьеву. Уважаемый Анатолий Васильевич и уважаемый Александр Константинович и уважаемая Марфа Христофоровна. От имени администрации и Совета депутатов муниципального образования крестьянского наследия разрешите поздравить открытие сквера, чтобы помнили. Первый алмаз найден на косе Соколиной, село Крестях, 70 лет назад. На этом юбилейном мероприятии проходят годы. В памяти людей стараются события прошедших дней. Но сегодня мы с гордостью заявляем, что крестьяне сумели сохранить эти традиции и память о наших геологов. В этом огромная заслуга нашей великой, многоуважаемой Марфы Христофоровны. Ее энергия годами не иссякает, и сегодня мы с вами приветствуем в открытии очередного его детища. И всем участникам нашего торжественного юбилея мы хотим искренне от нашего сельчанов, желаем нашего музея процветания, Марфы Христофоровне, успехов в ее начинаниях и исполнения всех планов и надежд. Спасибо. Слово предоставляется главе муниципального района Сунтарский улус Анатолию Васильевичу Григорьеву. Уважаемый Александр Константинович, уважаемый Ильшат Нургалиевич, уважаемая Марфа Христофоровна, дорогие ветераны, я от лица всех жителей Сунтарского района, от себя лично поздравляю вас всех с этой замечательной датой, 70-летием со дня открытия первых алмазов, якутских алмазов. И сегодня мы открываем сквер, чтобы помнили. Но мы все должны помнить историю, чтить память тех людей, которые стояли у истоков развития алмазной промышленности. И мы сегодня должны сказать слова благодарности Марфе Христофоровне, что она так бережно относится к истории, и она своей энергией, своим трудом, все она, скажем так, добилась того, что построили музей, сохранили все те первые, источники открытия алмазов. И вот сегодня тоже ее инициатива поддержали, и поддержана. И вот сегодня мы открываем, сквер, название такое, чтобы помнили. Это, я думаю, что это самое правильное название. Мы должны всегда и везде вспоминать, помнить, кто стоял у истоков открытия алмазов. Это Григорий Хамимович, это Тунгусская экспедиция, которые там работали, геологи, и тех людей, которые работали, наши земляки, работали каюрами, работали, и всех тех работников совхоза, Крестьянский, Тайбахойский, Сунтарский, Ильгейский, они все стояли у истоков развития промышленности. Не побоюсь я этого слова. И еще раз всех поздравляю с этим замечательным событием. И от имени, мы хотим вручить почетный знак за вклад промышленности Сунтарского района Марфе Христофоровне Канабуловой.
Слово предоставляется главе муниципального района Мирнинский район, кандидату исторических наук Ришату Нургалиевичу Юзмухаметову. Всем добрый день, уважаемый Александр Константинович, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые участники торжественного мероприятия. Позвольте мне от жителей Алмазного края, всех жителей Мирнинского района выразить слова восхищения, слова благодарности жителям села Крестьян, всем жителям Сунтарского района за то, что они хранят, берегут память о первооткрывателях, о первых геологах, которые пришли сюда 70 лет назад, и именно о том месте, где был открыт первый якутский алмаз №1. И именно отсюда действительно начинается история алмазодобывающей промышленности нашей родной с вами Якутии, начинается история объединения Треста Якуталмаз, ныне акционерной компании «Алроса», и начинается история Мирнинского района, вот, которая представляет дружная такая внушительная делегация работников администрации района и акционерной компании «Алроса». Отдельное спасибо Марфе Христофоровне Конобуловой, цветы я ей вручил, за ее подвижнический труд, за заботу именно о первооткрывателях. И я очень рад присутствовать здесь на открытии вот такого маленького сквера с символическим названием, чтобы помнили. Главное, чтобы мы действительно все помнили, как это было. Спасибо. Слово предоставляется члену Совета Федерации, сенатору Александру Константиновичу Акимову. Дорогие друзья, уважаемые земляки, дорогие гости, ветераны, особенно Марфа Христофоровна, позвольте сегодня всех от себя лично, от имени Комитета Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, в этот замечательный осенний день всех вас поздравить с историческим событием. Это и сегодня правильно решили открыть этот замечательный сквер, и называется «Чтобы помнили», как это произошла вся эта алмазная эпопея. Вот. На этой исторической земле, на берегу реки Вилуй, на косе Соколиной, когда вот усилиями многих геологов нашли первые крупинки алмаза. Вот. И началось развитие всей отечественной алмазодобывающей промышленности. Уже 70 лет произошло, много воды утекло, и правильно здесь пишется, чтобы помнили. Но, к сожалению, бывает, что человеческая память короткая, понимаете? Те поколения, которые работали именно в начале становления алмаза добывающей промышленности, первооткрыватели, многих сейчас нет рядом с нами. Если бы они были, здесь бы стояли, понимаете? Вот. К сожалению, их нет, и мы вот не должны забывать их имена, каким трудом, какими усилиями именно началась эта алмазная эпопея. Вообще с развитием алмазодобывающей промышленности не только отечественной, в бывшем Советском Союзе, но в нашей республике, Саха, Якутия, тогда Якутской автономной Советской Социалистической Республике, началось развитие, очень достаточно бурное развитие промышленности, транспортной инфраструктуры и в целом других отраслей народного хозяйства. Вот это, конечно, в этом плане много написано, много об этом и рассказано, но это на самом деле так и началось. Потом и развитие и Центральной Якутии, развитие Южной Якутии. И мы, конечно, это не должны забывать. Эти люди были совершенно настоящими героями. Они совершили великий подвиг. Тогда, конечно, представляете, какого уровня развития был, какие условия люди жили. Но я хочу сказать, что сегодня вот ветераны присутствуют.
Я многих знаю, многих сейчас нет. А были они местное население, вот, которые делились последними. Они были каюрами. Они работали непосредственно здесь в промывке, вот в шахте работали, везде не работали. И делились последним хлебом. В те время были колхозы, и была установка обязательно помогать работе экспедиции. И работе тогда уже, когда началась эта эпопея, полностью делиться и мукой, мясом, маслом, молоком. Вот все, что было. Вот и сегодня они могли бы многое рассказать. К сожалению, вот в нашей истории многое это быстро забывается. Этих людей, конечно, надо писать золотыми буквами. Прежде всего, это жители Сунтарского района. Полностью. Вот начиная с Крестьяха, кончая со всех населегов. Тогда прямо доводили разнарядку, чтобы шли работать туда. Лошади отдавали. Коров отдавали, чтобы именно людей кормить, людей поддержать. И люди работали, понимаете? Вот я много читал об этом, и много об этом говорилось. Это была тогда территория Минницкого района, не было. Это была территория Сунтарского района в те годы. И Сунтарские, тогда руководство Сунтарского района полностью, вот, им было поручено оказать всемирную помощь. Ну вот, крестьясы правильно сделали. Он не случайно, видимо, назван вот, крестьянский наследие, крест. Это практически откуда началось освоение нашей алмазодобывающей промышленности. И здесь, я думаю, будет и комплексы, музеи. Это поистине достояние, я считаю, не только района, да, но и достояние всей нашей республики. Я думаю, будет и музей-комплекс. Сегодня планируется открытие площади. И в этом ключе район, вот, я Анатолий Васильевич говорил, обязательно, конечно, эта работа будет продолжена. Правильно, Анатолий Васильевич? И, конечно, вот то, что мирницы приехали, ребята молодцы, решат глава муниципального образования. И Мирницкий, Сунтарский районы всегда жили мирно и дружно. Вот. К сожалению, то, что нет сегодня руководства акционерной компании «Алроса», который потом сбросил даже содержание музея, это не красит «Алроса», понимаете? Но я думаю, что и у республики, и района найдутся средства, чтобы содержать музей, именно показать всю эту эпопею здесь, потому что с этим связано вся развитие вот, и Сунтарского, не только Сунтарского района, всей алмазной провинции, но и всей нашей республики Саха-Якутия. Так что будем надеяться на лучшее. И я просто хочу сказать слова благодарности тем людям, которые сегодня эту работу проводят практически безвозмездно. Марфа Христофоровна и многие энтузиасты, вот как Тайбахои, Эльгея создали музеи замечательные. Я думаю, алмазный музей будет именно здесь, вот, на земле крестьянской, вот, исторической местности. И вот то, что сегодня открываем, я думаю, это огромное начало той огромной работы всей алмазной эпопеи. Так что огромный низкий поклон всем вам. И, конечно, я хочу всем пожелать успехов и мирного созидания. Спасибо. Слово предоставляется доктору технических наук, заместителю директора Института Якутни про алмаз Игорю Владимировичу Зырянову. Уважаемые участники нашей научно-практической конференции,
вот, наверное, для алмазников это должно, возможно, стать неким святым местом, потому что с этого началась огромная действительно эпопея алмазная. А от этого места пошла могущество России. Она не только, как Ломоносов сказал, прирастать Сибирью будет, но и в том числе вот начало крестьянской земли, сунтарская земля положила начало алмазной независимости нашей страны. Мы всегда жили порой в противостоянии, так сказать, не все дружественные нам страны, но нашли алмазы, достигли и технического развития. Благодаря алмазам нам без технических алмазов не развить обрабатывающую промышленность. Это было сделано, в том числе и космос, и военное. Это без алмазов сегодня никуда, и в 70 лет это тоже нельзя было сделать. Задача была решена. И спасибо вот, жителям села Крестях, Марфе Христофоровны, что вы помните, вы чтите, и вы как раз призываете, чтобы люди не забывали. Смена поколений идет уже 70 лет прошло, это уже 4 поколения прошло. Поэтому большое вам спасибо. Ну а то, что вот каждый год вы проводите, школьники, подрастающее поколение знало было свою историю, за это вам отдельный вклад, как человек, который занимается в том числе педагогической деятельностью. Спасибо большое. Всего самого доброго. Слово предоставляется главному геологу акционерной компании «Алроса», кандидат геолого-минералогических наук Константину Викторовичу Гаранину. Уважаемые коллеги, друзья, от имени акционерной компании «Алроса», от имени всех специалистов геологической службы, разрешите поприветствовать вас в столь торжественный день, поздравить с этой юбилейной датой. Поверьте, что для всех нас та земля, где мы сейчас находимся, она является, наверное, наиболее дорогой. Мне очень приятно видеть здесь многих коллег и ветеранов, и я хотел бы в этот день сказать, что мы должны помнить не только про тех людей, которых с нами уже нету, но и тех, кто здесь присутствует. Марфа Христофоровна, конечно, вам большой поклон. Мы надеемся регулярно сюда приезжать, участвовать в этих мероприятиях. Большое спасибо всем жителям этого села, администрации, руководству. И пожелать, конечно, от всех геологов новых открытий и огромная вам благодарность за то, что вы сделали для нас, для страны. Спасибо. Слово предоставляется начальнику управления социального обеспечения и регионального развития Николаю Викторовичу Франку. Уважаемый Анатолий Васильевич, Александр Николаевич, уважаемые жители села Крестях, сунтарцы, от имени многотысячного коллектива акционерной компании «Алроса», от имени руководства акционерной компании, мы благодарим вас за то, что вы чтите память алмазного события великого. Мы поздравляем вас с этим знаменательным событием. Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов в будущем. Мы надеемся на взаимное сотрудничество в дальнейшем, на дружеские отношения. Всего вам самого лучшего. И в знак благодарности мы вручаем приветственный адрес, это главе Крестяха, и памятный подарок. Уважаемые участники нашего открытия, слово для награждения и вручения благодарственных писем предоставляется основателю музея первых якутских алмазов Марфе Христофоровне Конобуловой. Уважаемые коллеги, друзья, руководители двух улусов, односельчане, вам огромное спасибо за то, что лично меня поддержали. Но дайте мне 2 минуты. Я хочу поделиться своим впечатлением.
Это было давно. В 1978 году впервые я увидела виновника Григория Хаимовича Файнштейна. Я пришла к нему с просьбой сказать, что можно ли нам, крестьянцам, создать для вас, алмазников, геологов, музей. Он сразу обрадовался и дал свое наставление. И в первую очередь своего учителя назвал Михаила Михайловича Одинцова. Написать нам письмо. И мы так сделали, и так оно продолжалось. Так что я собирала материалы алмазников. Это 1978 года. Посчитайте, это сколько лет прошло. Теперь во-вторых, я очень благодарна руководству компании «Алроса». Сегодняшнее мероприятие благодаря руководителю акционерной компании мы стоим, и сегодня мы хотим открыть этот сквер, уже вырезали. Так, в каких условиях жили именно первые алмазники? Наглядно мы построили, это мои ученики помогли, построили 3 на 3 и квартиру благоустроенную. Теперь мы хотим показать вам именно первые страницы, в каких условиях и как они жили, работали по науке. Благодаря Михаилу Михайловичу Одинцову. И при жизни мы переписывались с ним, поэтому я своей судьбе очень благодарна. В-третьих, хочу сказать огромную благодарность, низкий поклон руководству компании. Почему? Потому что благодаря компании я училась и закончила Московскую академию музееведов. Так что до конца своей жизни у меня есть работа. За это благодарность и еще в том, что поддержана моя идея. Это от территории музея до косы Соколиной создать эколого-туристическую пешеходную тропу имени лауреата Ленинской премии, первооткрывателя первых якутских алмазов Григория Хаимовича Файнштейна. Аплодисменты! Пока мы будем ходить, изучать, всегда с нами будут наши герои, пионеры-алмазники якутских алмазов. Так что вы сегодня самые счастливые наши гости, ветеран алмазодобывающей промышленности, мои коллеги, что участвовали в первом мероприятии. А еще я очень буду рада, благодарна, если мы будем принять решение, через 5 лет всем мы будем заниматься и чего нам еще не достает. Но лично меня хотелось бы вот это деревянное здание превратить 9 на 9 на каменное здание. Почему? Потому что когда вот 270 квадратных метров, 6 залов было, это очень дорого было содержать такого масштаба. Да. Теперь, что еще хочу вас обрадовать, благодаря компании у нас вышло 2 книги. Мы увековечили 757 из местного населения, работников, каюров, проводников. И когда я встретила академика Олеховича, он сразу мне дал задание. Рядом с музеем обязательно поставьте своего земляка на оленях и русского геолога, бронзовый памятник.
об этом я рассказала Анатолию Павловичу. И он сделал нашу эту мечту, превратил в Вилюйском кольце. Так, а это здание было передано это безвозмездно первым генеральным директором Рудаковым. Это хвала и честь, какой он мудрым был. Поэтому давайте все поблагодарим сидящим геологам за то, что благодаря их материалам этот музей создан. Не надо меня увеличивать, это некрасиво. Тогда я могу перестать работать. Спасибо. Теперь мы пойдем посмотрим землянка, кто не смог, и маленькую выставку, которую мы создали. И вручаем маленькие награждения. Благодарственное письмо вручается главе муниципального района, Мирнинский район, кандидату исторических наук Ришату Нургалиевичу Юзмухаметову. Благодарственное письмо вручается главе муниципального района Сунтарский улус Анатолию Васильевичу Григорьеву. Благодарственное письмо вручается бывшему главному геофизику Якутского геологического управления, кандидату геолого-минералогических наук, ветерану-алмазнику Георгию Дмитриевичу Балакшину. Благодарственное письмо вручается почетному пенсионеру акционерной компании «Алроса» Борису Сергеевичу Егорову. Благодарственное письмо вручается главному геологу акционерной компании «Алроса», кандидату геолого-минералогических наук Константину Викторовичу Гаранину. Благодарственное письмо вручается доктору технических наук, заместителю директора Института Якутня Проалмаз Игорю Владимировичу Зырянову. Благодарственное письмо вручается начальнику управления социального обеспечения и регионального развития Николаю Викторовичу Франку. Благодарственное письмо вручается ученому секретарю НИК Роману Алексеевичу Шишмареву. Благодарственное письмо вручается руководителю Центра инноваций и технологий Геннадию Марковичу Никитину. Благодарственное письмо вручается начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ МО Мирнинский район Андрею Алексеевичу Гибало. Благодарственное письмо вручается помощнику главного геолога акционерной компании «Алроса», ведущему специалисту отдела поисковой геологии Анне Юрьевне Никифоровой. Благодарственное письмо вручается директору УПТИ СВБУ, кандидату геолого-минералогических наук Евгению Эдуардовичу Соловьеву. Благодарственное письмо вручается главе муниципального образования «Крестьянский наслед» Александру Николаевичу Григорьеву.
гости, вас ждет интересная ознакомительная экскурсия по усадьбе музея. Всем еще раз я благодарю. Желаю вам успехов в вашей личной жизни. И я приглашаю теперь посмотреть маленький Лукашов и квартиры 9 геологов Алматы.